Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Наиль Сарварович Салваров. Я председатель предметной комиссии по программе дополнительного вступительного испытания по направленности танец. Начинаем консультацию. Сегодня я расскажу вам, в чем заключаются особенности проведения вступительных испытаний. Экзамен проводится в форме тестирования. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительных испытаний для студентов, поступающих на дневное отделение, 60 минут, а количество заданий 30 тестов. На каждое задание дается 4 варианта ответа. Правильным является один ответ. Вам необходимо выбрать только один правильный ответ. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 9 часов утра до 15:00. В этот период необходимо зайти в систему. Самое позднее время входа в систему 14:00. После входа начнется отсчет времени. Стандартно 1 час, за исключением некоторых предметов. Передачи не предусмотрены. В тесте несколько саморазделов. Есть раздел первый, это хореографическое направление. В этом разделе встретятся вопросы по классическому танцу и классической хореографии, по балету. Например, как с латинского переводится слово «классический», и даны будут варианты ответов: вежливый, серьезный, образцовый, красивый. Выбираете сами. Вы должны будете выбрать только один правильный ответ. Или, например, возможен такой вопрос: что такое хореография? И 4 ответа. Пение под музыку, движение под музыку, музыка для хора, вокальное произведение. Как видите, вопросы несложные, основаны на школьной программе. Вам необходимо будет вспомнить некоторые названия балетов и их авторов. Но все это на основе школьной программы. Вы проходили на уроках музыки балета Чайковского, например. Поэтому в тесте могут встретиться такие вопросы. Назовите балет Петра Ильича Чайковского. Или наоборот, кто автор балета «Лебединое озеро». Я немного остановлюсь на классическом танце. Это у нас классический танец, это основа из основ. Оттуда начинается изучение всех танцев, начиная народный танец, историко-бытовой танец, эстрадные танцы, дуэтный танец. В общем, все исходит от классического танца. В классическом танце правильные позиции, их 6 позиций. Руки правильные, повороты головы и настроение и все прочее. Это все мы проходим на классическом танце, а потом уже переходит на народный танец или на дуэтный танец. Не спеша, спокойный переход. Так что я вам советую обратить внимание на классику. От классики все исходит. Дальше я хочу привести
такие вопросы, связанные с памятными датами. Например, когда отмечается Международный день танца. И варианты ответа даны, даты. Вы должны выбрать правильный ответ. Если вы скажете, в честь кого этот праздник сделан, то это будет уже ответ на отлично. В этом же разделе теста могут встретиться вопросы по танцам народов мира. Вы, наверное, знаете ансамбль Гаскарова, который у нас основной ансамбль в Башкирии, где вот и я работаю по совместительству, и Рим Абдульманов. Например, как называется национальный польский танец? И даны 4 варианта ответов. Мазурка, вальс, гопак, сиртаки. Вы выбираете правильный ответ. Мы тоже здесь основываем на школьной программе. На уроках музыки вы изучали танцы народов мира. Грузинский, русский, австрийский, чешский. К вступительному экзамену вспомните их, пожалуйста. Это вам поможет. В этом же разделе теста могут встретиться вопросы, связанные с современной хореографией. Это значит у нас современный танец. Их не так много, но они есть. Они тоже несложные. Например, что такое брейк-данс? И варианты ответов. Уличный танец, современный танец, классический танец, народный танец. Вам необходимо выбрать правильный ответ. Или, например, в каком танце крутится на голове? Интересный вопрос, да? Во втором разделе теста содержатся вопросы по исполнительской культуре танца. Это вопросы по движению костюмов. Это информация. Эту информацию вы тоже изучали в школе. Также на уроках музыки. Для какого вида танца характерной одеждой танцовщицы является бальное платье? Я думаю, все об этом знают. Я вам рекомендую вспомнить школьную программу, а также вы можете почитать специальную литературу. По этим вопросам, например, я рекомендую следующую литературу. Богаткова «Танцы разных народов», Ваганова «Основы классического танца» или Тарасова Николая Ивановича «Классический танец». Вот примерно все, что я хотел сказать. Уважаемые абитуриенты, на этом я с вами прощаюсь. Да, хочу еще напомнить, так как не все еще сдали ЕГЭ, то наш университет предлагает вам, даже если вы еще не сдали ЕГЭ, прийти, сдать документы на вступление в наш вуз. Мы принимаем. А затем, когда сдадите документы, автоматически вам простают оценки. И последнее. Уважаемые абитуриенты, на этом я с вами прощаюсь. Если у вас возникают вопросы по поводу вступительных экзаменов, вот мой номер телефона. 8 903 352 86 93. Звоните. И удачи вам на вступительном экзамене.